приглашали сотрудники полиции. Да, я знаю. Да, скажите, пожалуйста, вы проследуете с нами или не проследуете? Ну, во время карантина куда я с вами проследую? Вы не проследуете с нами, Нет. вы отказываетесь, да? Да, я отказываюсь. Вы теперь скажите, причина это карантин? Да, Как вы да, говорите, да? карантин. Еще есть какие-нибудь причины в связи с тем, что... Ну вы вообще совершенно незаконно преследуете меня. Ага, хорошо. По этому факту можете, знаете, да, то, что написать заявление. Да, да, и насчет того штрафа, я должна его буду обжаловать в течение 5 дней. Но в связи с карантином у меня не будет такой возможности, поэтому я отказываюсь. Смотрите, вообще. Если вы переживаете насчет обжалования, у вас интернет работает, правильно? Да. Есть... Но сайт сети, ЕГОВ, видите, да, сейчас он... Нет, я знаю, нет, да. есть не сайт ЕГОВ. Ага. Есть отдельный сайт Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Самый лучший. Ага. Самый Так, а вы лучший. кто снимаете? Куда снимаете? Ага, хорошо. Меня, пожалуйста, послушайте, давайте я вам все объясню. Да, Так, а дорогие потом, ребята, сделайте, пожалуйста, максимальный репост. Желательно включите запись с экранов, потому что здесь, в городе Семей, получается, сотрудники меня нашли. И я сейчас беспокоюсь. Я с ребенком гуляла на площадке. Я беспокоюсь по поводу того, что они могут меня похитить или причинить вред моему здоровью и моей жизни. Так что сделайте, пожалуйста, максимальный репост. И включите запись с экранов. Закончились? Да, я закончила. Ага. Слушай, будете проводить? Да. Я еще раз вам говорю. Вы можете обратиться на сайт. Сейчас вы что хотите сделать? Вам вообще необходимо проследовать с нами, так как в ваших действиях усматривается состав правонарушения административного. Как вам уже это объясняли? Административного правонарушения. Административного правонарушения, да. А при чем тут отдел по борьбе с экстремизмом, который Ашханов Мурат? Это кто? Это вы, пожалуйста, обратитесь к этому Какая человеку. у вас фамилия? У меня Асылхан. Я представлялся только. Угу. Если вам надо запись полностью с момента, как я сюда подошел, это можно вам предоставить. Это проблем нет в этом. Ваши все, которые вы говорите, ваши переживания, они все необоснованны. Я вам сразу говорю, вы можете не переживать. Да, я просто как сотрудник, я понимаю, что сейчас карантин, в связи с тем, что вы просто маленький ребенок, ну, вообще желательно, чтобы ребенок ваш находился не на улице. Как требования вы, наверное, слышали. Карантин. Ну, вы здесь видите, да, здесь никого нету, я поэтому здесь с ребенком, поскольку здесь никого нету. Здесь, понимаете, здесь общежитие же, правильно? Вы здесь же проживаете? Нет. Нет? Скажите, пожалуйста, в связи с тем, что теперь, да, у меня такой вопрос законный, именно в рамках административного законодательства. Вы не проживаете на адресе, где вы прописаны, правильно же? Да. Вы прописаны у нас по адресу Булата 208, квартира 37В. Правильно? Вы там не проживаете, да? Да. А смотрите, есть такая ситуация теперь, если мы даже не можем с вами проследовать центральный отдел полиции, как я понял, по составлению протокола вы сейчас, наверное, тоже, да, будете? Да, конечно, я отказываюсь. Вы отказываетесь, да? Смотрите, теперь я вот так. Никакого нарушения закона с моей стороны не было. Хорошо, я понимаю. Давайте этот вопрос, если вы оспариваете, вы его можете законным методом оспорить. Я вам сказал. Как вы меня здесь нашли? Как здесь нашли? Да мы здесь проходили, мы проверяем полностью введение карантина. Правила соблюдения требований карантина. Все полностью мы эти требования входим. Если вы видите, наверное, на каждом углу сотрудники полиции ходят. Круглые сутки. Введено чрезвычайное положение по всей территории Республики Казахстан. Где рекомендовано жителям вообще не находиться в домашних условиях. Тем более, вы мне предоставьте дом, я буду находиться в домашних условиях. А если негде? А если мне с ребенком жить негде? У вас есть дом? Где мой дом? Не кричите, пожалуйста, голос не повышайте, извините, я с вами на будьте любезно разговариваю. 208 дом. Где мне находиться, где мне жить? У меня нету дома. 208. Мне негде жить. Там моя мама живет. Вас мать не запускает? Нет. Почему? Потому что ребенок бывает плачет. Из-за этого это причина, то, что вас мать выгнала, выходит? Нет, она меня не выгнала. Почему я должна ее комфорт нарушать? Ну извините, если у вас проблема, мать, наверное, должна понять. Я всегда вас понять не могу. Я с ней жить не хочу. Причина? Можете сказать причину, почему вы не хотите жить? Моя мама проживает в 10 квадратах. 12 квадратах. Представляете, что это такое 12 квадратов? Представляю. Это кровать, стол кухонный. И все. И как мне там с ребенком проживать? Мама, я, ребенок, еще во время карантина, не выходя из дома 24 часа. Как вы себе это представляете? Знаете, я вам так скажу.
Моя бабушка 7 детей воспитала в однокомнатном доме. Почему мы в Казахстане должны так жить, скажите? Понимаете, я на этот вопрос не уполномочен ответить. Я пришел к вам, подошел. Так, как я Зачем вы меня преследуете? Кто вас преследует? Каким образом? Вы можете сказать? Вот все преследования, вы говорите. Что именно? Я тут охожу. Ну как вы меня здесь нашли, Ну, как скажите? нашел, это мое. Извините, я еще раз говорю, Значит, патрулировал. вы меня А вы преследовали. преследуете? Ну, мне будет больше делать нечего, да, по идее? Просто Я за несколько дней первый раз вышла на улицу, вы меня сразу поймали, понимаете? За несколько дней? Да. Ну, я не знаю, где вы находились. Мне сказали то, что да, то, что у вас имеется факт правонарушения. Необходимо то, что да, разобраться. Какой факт правонарушения? Что я сделала? Сказали, вам звонили, вы это все записывали, вы что, не помните? У вас на этой же странице вашей Facebook есть. Ну что вы говорите? Вы это все записывали. Вы все Какой факт Вы правонарушения? свои записи, что вы говорили, вы это все знаете, вам звонили. Абсолютно законно. Я вам не говорю, что это незаконно, я вам говорю, Куще что у вас партия право. это движение. Движение, правильно? Да, где люди объединились по общим интересам с целью сменить власть. Хорошо, Власть, хорошо, хорошо. Ну извините, пожалуйста. которая нас всех грабит. Вы меня можете послушать, нет? Вы можете меня послушать, нет? Вам самому не противно выполнять эти преступные приказы? Какие преступные приказы? Преследовать меня? Кирбез, знаете, да? Я вам еще раз говорю. Я вас вообще первый раз в жизни, мы с вами пересекаемся. Правильно? Вы меня когда-нибудь до этого видели? Я вас первый раз вижу. Прекратите, пожалуйста, плакать. Успокойтесь, мы нормальный диалог у нас может состояться. Вы кричите в одну сторону и все. Я вам пытаюсь. Слезьте, пожалуйста. Так мне наверх стоять, смотреть, что ли? Солнце там сзади мешает. Я даже не вижу, пойди. Я боюсь спуститься. Боитесь спуститься? Ладно, по-человечески вам сказать, Кирбез. Пожалуйста, выпейте успокоительное. Может, у вас все нормально получится. Можете с матерью, там, если вы говорите, с матерью не можете жить. В 10 квадратах вы меня слышите? Я слышу. А вы коронавирус, то, что вы слышите? Да. Да, наверное, все это слышат. То, что на улице не рекомендовано выходить, вы это тоже, наверное, Да. слышите? А то, что было бы воля моя, по идее, я бы тоже дома сидел. Но так как я присягу давал, мне необходимо ходить на улице, чтобы все Вы было присягу соблюдено. давали, Правильно? чтоб невинных Извините, людей пожалуйста, преследовать. Вы послушайте меня, я же вас послушал. Вы будьте добры, пожалуйста. Вы думаете, я бы на улице ходил или дома сидел? Я бы лучше бы дома сидел. Так сидите. Так, извините, я присягу давал. Зачем работать на это государство, которое плевать на нас всех хотело? Зачем работать на это государство? Извините, я присягу давал, я еще раз не говорю. Какую вы присягу давали? При заступлении на службу. Зачем при тогда вы принятии- меня беспокоите? Потому что у вас есть правонарушение. Будьте добры, как гражданский, как гражданин Республики Казахстан, выполнить свой гражданский долг, не более того. Вас никто там воровать, как вы говорите, там похищать, посягательств на ваше здоровье, жизнь никто не собирается. Где Ваша гарантия, что я сейчас спущусь и вы меня не украдете и не запихаете в машину? Да, пожалуйста, вот вы еще, после этого вы еще выйдете в Facebook и будете говорить, какие мы хорошие люди. И вы будете... Я знаю, что точно происходит. говорю, вы же будете уже по-другому говорить же. Я уже посмотрел же тоже действительно. Я уже знаю то, что да. То, что вы сейчас начнете сейчас говорить, я даже могу вам сказать, то, что вы через часа 2-3, как это все закончится, что вы будете говорить. Кирбез, вы проследуете с нами или не проследуете? Вы скажите, ладно, давайте не будем время терять. Если вы действительно карантин действительно переживаете, зайдите лучше, возьмите ребенка. Я не буду вас никуда, как говорите. Куда мне дёргать. заходить? Дайте мне Вы же- место для жилья, я, Где вы пожалуйста, живете? буду Где вы жить. живете? Вот скажите, вы же где-то, вы же не на улице ходите, же правильно, с ребенком? Если бы вы знали, где я сейчас живу. Помочь вам жильем? Да. Выключите камеру. И мы поговорим насчет жилья. Мы найдем решение. Нет, говорите на камеру, я боюсь его выключать. Я вам сразу говорю, через 20 минут это включится, не переживайте. Весь Казахстан видит. Я знаю, что Ну? весь Казахстан видит. Вы с жильем хотите решить разговор? Я не хочу, чтобы сейчас меня слышали, вот, кто-то может помочь, какие будут люди. Завтра эти люди скажут, зачем ты привел такого человека, и сказал мои данные по телефону. Потому что эти люди будут просто так сами помогать. Я попрошу, поинтересуюсь. Есть люди, которые окажут помощь. Есть такие люди. Мне не надо, Вам не надо? чтобы мне я не мог- надо на один день. Понятно, Хотя бы на момент коронавируса. нужно, хотя бы на момент коронавируса. Чтобы Я власть говорю, раз не сменилась, осудили, хотя чтобы бы навсегда, навсегда у извините, всех, навсегда, да, знаете, вот так. у всех
граждан Казахстана была нормальная жизнь. Я понял. Вы скажите, вы хотя бы работаете? Я работала до карантина. До карантина? Где вы работали? В детском саду. А? В детском саду. В городе Семей работали? В детском саду? Да. В каком именно детском саду? Я не могу вам сказать. Ладно, нет, это не принципиально. Сейчас у вас как? Уволили вас? Или Отпуск без содержания. Отпуск без содержания. Да. Когда вы работали в детском саду, вы где жили? С матерью жили? Я снимала комнату за 25 тысяч. Где вы снимали? Времянку. Времянку? Частную, да. Давайте вот так сейчас я говорю, выключите. Мы найдем этот момент решения, пока чтобы с вами и все. Я честно вам скажу, я не то, что да, вас жалко, вот честно вам скажу. Просто так как я сам отец, просто мне действительно ребенка жалко. Я вам сразу говорю, вы сами, наверное, видите, наверное, да, то, что происходит, то, что да, действительно, новости следите, наверное. Сколько людей заражается, каждым днем, пойди, уже по сотне люди добавляются, потому что больны. Сегодня еще один официальное подтверждение, то, что в городе Семей 2006 года парень. Видели, наверное, официально? Видели, наверное, официально это все подтверждено, все уже есть разрешение. Да. Давайте о ребенке подумаем, хотя бы на время карантина. И что вы мне предлагаете? Жилье. Отключить камеру. Да. Насчет жилья хотите? Я не буду отключать камеру, я не могу. Я потом вот здесь отключите, я же представился, все же видят же. Это никто не будет. Я вам гарант даю, сейчас пройдет. Очень много людей смотрят. Я не У могу. меня такого нету, я вам еще раз говорю. Я вам честное слово человеческое даю. Человеческое, честное слово. Слово офицера даю. Не заберет, никто никуда не поведет. Мы переговорим момент именно в вашем жилье, а вы потом все по новой включите. Это я вам гарант даю. Слово офицера даю. Я не могу вам верить. Ну вы видите, я вам предлагаю. Вы сотрудники полиции, офицеры, вы все свою честь перед народом потеряли. Народ вам не верит, не верит. Из-за особенных лиц, да, я могу сказать, из-за особенных лиц. Может быть, есть сотрудники, может быть, есть, но из-за некоторых лиц, в том числе и тех, кто убил Дулата Агадилов, тех, кто причастен к его преследованию, из-за них все сотрудники полиции для нас, для обычных граждан, являются врагами народа. Ладно, хорошо, я понял. Это, в принципе, сейчас у нас не решение нашего вопроса, как говорится. Я вам предлагаю, так что при условиях по поводу вашего жилья. Чисто по-человечески, только из-за вашего ребенка. Вот брать не буду, только из-за вашего ребенка. Вы согласны? Или мы тогда закрываем эту тему разговора и все, продолжаем дальше по моей служебной деятельности. Кербес, вы согласны, нет? Кербес, все, успокойтесь, пожалуйста. Выключите телефон. Вы сейчас? Да. Выключи, пожалуйста. Кербес, все, успокойтесь, пожалуйста. Ребенок у тебя в грязи. Он играет. Ну не с грязью. Я постираю, ничего страшного. Где ты будешь стирать? Где? В тазике. Если ты договоришь, у тебя даже дома нет. Как сейчас ребенок будет? Есть добрые люди, которые пустили меня к себе пожить. Ну, давай хотя бы сюда, уже здесь грязь пройди. Я не могу спуститься из-за вас. Кербес, ну давай не будем, по идее. Ты действительно, это уж совсем из себя жертву-то не придумывай, не строй, по идее. Я не знаю, там действительно, если бы ты говоришь, когда вот такой, если человек честно подходит, да, тебе в открытую, пойди, наверное, он так бы не делал, наверное, да, пришел, представился, пойди. И не подходите ко мне как сотрудник полиции, если вы хотите ко мне по-человечески относиться. Так ты мне же сказала во время нашего разговора, что у тебя проблема такая. Ты же мне это сама отразила. Значит, тебе это, если ты мне отразила, я же как бы помощи просишь. Из-за этого я тебе и говорю, предлагаю. Если есть, давай поговорим. Это уже не касается моей служебной деятельности, понимаешь? Я не могу. Я не работаю там, вот, который помогает людям в действительности. Я именно, моя работа... Я не могу вам доверять. Я не могу телефон выключить. Ну тогда наш разговор не состоится тогда по поводу. Ну все, вот тогда можете уходить. Тогда смотри, ты с нами отказываешься, да, проследовать? Да. Отказываешься проследовать. Скажи, пожалуйста, адрес, куда нам отправить? Тебе никто не будет дергать, и все. Нет у меня адреса. Нет у меня адреса. Ты с матерью контакт поддерживаешь? Нет. Не поддерживаешь? Нет.
Ну ты же выходишь, ты же знаешь, что там, кто там тебе приходил, ты говорила, там на видео снимала. Когда тебя там уже не было же, правильно, да, как я понял? Да. В ходе разговора я понял, что тебя не было. Ну ты же откуда узнала, от кого ты могла узнать, если только не от матери. Правильно? Там только мать была. Но я со вчерашнего дня с ней контакт не поддерживаю. Со вчерашнего дня? Да. Скажи, пожалуйста, тогда адрес какой-нибудь скажи. Тогда я тебе отправлю, я тебе позвоню потом. Ты мне номер телефона продиктуй, скажу. И я тебе через сайт, я тебе же сайт Я отправлю. не знаю адрес. Я даже адрес не знаю. Адрес? Ну, с нами ты категорически отказываешься проследовать центральный отдел полиции, Да. правильно? Да, да. Причина твоя, потому что это коронавирус, правильно? Да. Хорошо. Давай так будем, просто чтобы честны перед друг другом. Если коронавирус, ты ребенку давай хотя бы руки вытри, пожалуйста, помой, а? Если коронавирус, действительно, он у тебя вот здесь вот даже не растаявший лед, ты видишь, по идее. Это природа. Здесь Я никого знаю, нету, я знаю, людей. это грязь. Понимаешь, что это не то, что коронавирус, просто элементарный. Өзіміз ауылда өстік осылай. И ребенок счастлив, он хочет играть. От того, что я ему буду руки вытирать без конца, запрещать играть, от этого он счастливее не станет. И играть никто не И здоровее не станет. Запрещать ему играть никто не предлагает. Он играет в данный момент. Ладно, хорошо, это твой ребенок. Как хочешь, так и делай. Это твое право, как говорится. Угу. Просто, честно, мне жалко стало, по идее. Действительно, я тебе только из этого предложил. И вот это то, что с домом решит вопрос, а крыша над головой хотя бы во время карантина. Еще раз, Кербез, говорю, пожалуйста, давай не будем так себя вести. Вы можете просто меня в покое оставить? Я тебя оставлю, мне, в принципе, от тебя ничего не надо. Мне просто есть факт нарушения, понимаешь? Нет. Любой. Нет, вот подожди. Я тебе объясню все, ладно? Один раз доведу, пожалуйста, выслушай, потому что когда я тебе объясняю, ты начинаешь меня перебивать. Давайте. Когда слушай. есть факт правонарушения, я обязан. Если есть факт нарушения, я должен реагировать. Это моя обязанность. Это моя обязанность. Но если ты, как гражданин Республики Казахстан, считаешь, что мои действия неправомерными, ты можешь их обжаловать. Либо вышестоящий орган, именно в моем случае вышестоящий, это управление полиции город Семей, департамент Восточно-Казахстанской области, либо Министерство внутренних дел Республики Казахстан. А также помимо этого есть надзорный орган, то есть прокуратура. Прокуратура города Семей. Если тебе добраться нет возможности, если у тебя материальные сложности, у тебя интернет же есть, ты же активно пользуешься интернетом, ты можешь подать, я тебе ссылку скину. Надо будет тебе на страницу Facebook, я тебе скину ссылку, где ты можешь приложить, отсканировать, сфотографировать мои документы, которые я тебе дам. Сейчас что вы хотите сделать? Мне необходимо, чтобы ты со мной проследовал центральный отдел. Я отказываюсь с вами Ты проследовать, отказываешься. да. Тогда скажи, пожалуйста, я тогда... Нету у меня адреса. Куда меня отправить? Нету адреса. Нету родственников. Тогда я тебе на социальную страницу твою отправлю, хорошо? На какую страницу? На Facebook. Что вы мне отправите? Составленный административный протокол. Ага. Ты согласна? Facebook, Instagram, который ты пользуешься активно. Ты согласна со мной? Людмила, этот мужчина представился, фамилию назвал, я сейчас забыла уже. Вы можете еще раз представить? Кому? Интернет-пользователь? Правозащитница Людмила Козловская. Пускай подъедет центральный отдел полиции. Меня зовут Ардак. Фамилия Ардак. Да. Должность назовите, пожалуйста. Давай, Кербез, мы закончим разговор. Должность назовите, пожалуйста. Должность? Да. Моя должность участковый инспектор. Участковый инспектор Асылханов Ардак. Ты мне скажи, ты согласна? Нет, конечно, я с вами никуда проследовать не собираюсь. Я тебе не про проследовать говорю. То, что я тебе отправлю, либо сфотографирую, либо как, либо давай я тебя привезу, оставлю где-нибудь в магазине. Ты скажи, где оставить, прям в людном месте где-нибудь. Я не знаю. Давайте мне в руки тогда. В руки тебе. Да. Мне его надо будет составить. Ты меня услышала, что я... Да. Но ты отказываешься. Ты мне скажи, где и во сколько, куда приехать и привезти тебе в руки. Тогда без тебя он будет составляться. Если ты отказываешься, для составления протокола мне необходимо разъяснить, проверить тебя по всем учетам, чтобы я завтра квалифицированно мог составить на тебя протокол, чтобы не нарушая твои права. Я должен проверить тебя, есть ли у тебя привлечение по подобной статье, либо нету таких. Людмила, он вначале документы показал, я не успела камеру включить, он уже спрятал документы и сказал, я тебе представился, больше показывать не буду. И Людмиле скажи, пожалуйста, правильнее выразись, я не спрятал. Хорошо? Ну вы на камеру не стали показывать.
Кербез. Я не успела даже прочитать, вы открыли корочку и закрыли. Вы взрослый, адекватный человек, тем более вы должны закон знать. Я не Вы сами знаете, что вы враги народа в данный момент. Вы стесняетесь даже показывать свое удостоверение. Кого я стесняюсь? Народа стесняетесь. Кого я стесняюсь? Я сейчас Потому что вы выполняете преступные приказы. Все сотрудники полиции, вы все враги народа. Кербез, успокойся, пожалуйста. Успокойся, пожалуйста. Кербез, успокойся. Показывайте свое удостоверение Я тогда. тебе предъявил. Вы открыли и закрыли, я прочитать не успела. показал, пришел. Вы на 2 секунды открыли. Если у тебя есть, ты можешь пожаловаться. У меня есть записи, когда я тебе представлялся, я тебе показывал. Покажите заново. Кербез, я еще раз вопрос Откройте тогда. Видите, Кербез, вы не у нас хотите разговор. показывать. Поговорим? Нет. Я, знаешь, не буду играться вот тогда. Вот, как не хочет показывать. Я не собираюсь играться в ваши игры. Вы по интернету людям, да, которые захотели, пускай, если хотят эти люди, со мной лично побеседовать, пускай приходят. Так, Центральный извините, отдел вы полиции, сейчас находитесь... Центральный отдел полиции, знаете, по интернету, тем более не зная которого человека, мне сейчас некогда пойти по всему интернету. Некогда ему удостоверение показывать. Поняли, да? В интернете люди сидящие, некогда мне вам говорить. Я разговариваю с Кербез, а она просто мои действия фиксирует на камеру. Если кому не ясно, я не пришел сюда представляться на всю республику, а просто она снимает мои действия. Кому не ясно. А для Кербез я представился. Скажите тогда, куда вам приехать и куда мне копию тогда вам? Вот этот человек сначала фиксировал на видео. В маске, в кепке, лицо полностью скрывает. Кербез, куда я, во сколько приехать? Вы мне сами сказали, дайте мне в руки. Я не знаю, где я окажусь в следующую минуту. Я не знаю, вообще я ничего не знаю. Я сама не знаю, честно говорю. Ударила на меня. Сообщите свой телефон. Скажи свой, я позвоню. Вы мне скажите свой номер телефона. На камеру всей республики. Ну да. Хочешь меня найти, зовут меня Ардак. Пожалуйста, без проблем. Тем более меня знаете, у меня есть люди, когда по кулакам владеем тоже. Если там кто-то думает, что я его там заберу, преследовать буду. Спокойно человек, ничего такого, никаких неправомерных мер с моей стороны не было. Так что можете не переживать. И попрошу людей там, да, на личности не переходить. Это моя личная просьба. Я вам только сюда ответите, если я вам позвоню. Я телефоны незнакомые номера не поднимаю. Я у вас поэтому спрашиваю ваш номер телефона. Когда вы мне время скажите и куда подъехать? Я не знаю, где я буду в следующую минуту. Я вам честно говорю, я не знаю. Выходите на улицу. Я не могу вам сказать. О, Джон, не стимся. Давай скатишься. Оставаться МСБ. Когда я вам отправлю, если захотите, вы мне потом в социальной страничке тоже, я вам отправлю через социальную страницу. Давайте на Facebook отправляйте, хорошо. Да, и вы потом, если вам надо будет уже бумажный вариант, вы мне напишите. Хорошо. Я вам скажу, куда подойти и где забрать. Хорошо. Хотите, я вам дам, хотите, можете кого-то отправить, чтобы забрал. Только предупредите, скажите, кто придет, кто будет Хорошо. забирать. Вас никто забирать, ничего такого не будет. Хорошо. Это не надо. Все? И просьба такая, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, успокоительное. Вы действительно, кстати, я смотрю, у вас глаза аж покраснели. Успокойтесь, пожалуйста, во-первых. Хорошо? Я понимаю, вы я вижу, отстаньте от меня. Нет, я не злорадствую. Я вижу, что вы уже устали. Я вижу, что вы озлоблены. Пожалуйста, успокойтесь. Нервы не восстановите. И ребенка, пожалуйста, на улице лишний раз старайтесь, если есть возможность дома тогда. Домой. Куда-нибудь, если есть возможность. Ладно. Все, до свидания. Все, они ушли.
Я не знаю, как они меня нашли. Невозможно с ребенком дома сидеть. Невозможно. Я вышла просто, чтобы он поиграл немножко. Буквально 5 минут. Хорошо. Он сказал отправить по почте. Я потом выложу то, что они отправят. Я просто... Я не знаю, куда мне нужно уйти, чтобы они меня перестали находить. Я просто в шоке. Ну вот, я с ребенком буквально вот только вышла, они сразу подошли. Ладно. Сейчас я успокоюсь, попью чай, приготовлю себе поесть. До свидания всем.